Перепись населения. Пятимат Хампиева с радостью встречает гостей. Женщина сразу поняла, что к ней пришел переписчик. Принимать участие в такой процедуре ей не впервой. Она в курсе, что от нее требуется и как нужно отвечать. На все вопросы ответила, понравилось. Понравились вопросы, несложные, легкие вопросы. Перепись населения – это, конечно, важное. Это важно. Все должны пройти, все должны переписаться. 15 октября в Ингушетии, как и по всей России, начался основной этап переписи. К примеру, в городе Сунжа с населением более 60 тысяч человек закреплены 133 переписчика. Важный момент – как не открыть дверь мошеннику и не рассказать ему лишнее. Понять, кто перед вами, можно просто взглянув на одежду. Настоящий переписчик будет выделяться фирменными атрибутами. Это шарф, жилет, сумка с символикой переписи населения, планшет со специальной программой и обязательно удостоверение с указанием фамилии, которое действительно при предъявлении паспорта. Кстати, пускать домой переписчика тоже не обязательно. На все вопросы можно ответить в подъезде или во дворе. Интересный факт, что за всю историю Российской империи, СССР и Новой России было всего 11 переписей населения. 12-я перепись в России станет частью глобальной всемирной переписи населения 2020 года. Жители Ингушетии видят в этой процедуре только плюсы. Переписью айтахан массагва олай мягко де он аман болж болнах из массагва де он хахайтыж хамды ц перепись айқи двож хамдали де он малахсак болбежва малавар болбежват занятый трудоустроен не устроен де вечерху малавар малоимущий малажба Цель переписи – собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в нашей стране, уровни образования, владение языками, национальностей. Ответы, полученные в ходе опроса, полностью анонимны и нигде не будут использоваться, заверяют переписчики. Сколько людей проживает, с какого года, сколько детей в доме, на кого дом оформлен. Мы не требуем документов, это раз. Во-вторых, мы пишем со слов. Просто со слов записываем. С 15 октября по 8 ноября включиться в процесс можно самостоятельно на портале госуслуг. Для этого нужно выбрать услугу участия в переписи населения. После заполнения опросного листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код. Он нужен для того, чтобы показать переписчику, который придет к вам домой и отметит, что ответы уже получены. Всего есть 3 способа пройти перепись. Наши переписчики, они ходят поадресно. У них у всех есть свои удостоверения, они все обучены, они все хорошо знают, они ходят поадресно и переписывают людей. Но также можно прийти на любой стационарный участок. У нас есть 19 стационарных участков здесь, в городе Сунжа, где любой желающий может прийти и переписать себя. Могут прийти в МФЦ. У нас в МФЦ тоже сидит обученный наш работник, который в любое время может переписать всех желающих. Предварительные итоги всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. Михаил Тангиев, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.